Но даже в Швеции, которая, казалось бы, ну, по меркам просто российской пропаганды, очень антироссийская страна, по их меркам, как они считают, такая жестко прозападная, такая демократическая, даже там пророссийские силы, ну, скажем, силы, на которые ставила Россия, получили там, по-моему, 17% голосов в парламенте. И вы сказали, что они фактически в любую страну вмешиваются, они видят где-то выборы, и тут же направляют туда ресурсы, подкуп и так далее. Но я бы хотел поподробнее вот про вмешательство через СМИ и через интернет. Как это вы наблюдаете? Вот что, какие методы конкретно они применяют? Ну, это несколько таких их стратегий, подходов. Один – это создавать множество как бы версий того, что происходит, чтобы у населения, у избирателей появились сомнения. Да? Какая версия правильная, что правда, что неправда. Получается, в головах избирателей, граждан, вот такой как бы хаос в мыслях. Поэтому начинается вот как бы вопрос, а все то, что нам говорят, типа наши СМИ, наши политики, это правда или нет? И получается такое заплутание. Следующий такой подход – это попытка создавать недоверие к демократическим институциям, к демократическим институтам. И вот тут мы видим как бы четкую такую линию поддержки крайних сил. Вот в той же Швеции это очевидно. Та партия «Демократические шведы», которая отстаивает довольно крайние взгляды по отношению к мигрантам, к беженцам. Вот на это как бы рассчитана вот эта поддержка и информационная. Создается опять такой как бы такое впечатление, что вот эти партии единственные, которые смогут решить эти все проблемы. Это поддержка популистских крайних движений, которых во всей Европе, в каждой стране есть довольно много. И таким способом подрывается как бы доверие, как я сказал, к демократическим институтам. И потом следующий как бы такой этап – это как бы рассаждение этого демократических обществ изнутри. Создается как бы такой, подкладывается бомба под демократические основания этих демократических институтов внутри этих стран. Следующее, что тоже происходит, это противодействие или создавание противоречий между разными странами. Я думаю, тут тоже Венгрия, Украина, да. Польша, Украина, вот Македония, Греция. Это подогревание тех старых наболевших исторических проблем, которые есть. И на этой почве, конечно, всегда легко там сделать какой-то информационный вброс, и начинаются определенные процессы. И на всех сторонах хватает, к сожалению, довольно много вот горячих голов, и начинается вот это напряжение. И этот процесс уже запущен, маховик запущен, и тут уже больше как бы вмешательства не нужно. Тут все сделают уже, скажем, с одной стороны, с другой стороны, эти радикальные движения. Ну, это как бросить спичку в бензин, там, бочку с бензином. Да. Так что вот эти как бы подходы, вот эту стратегию, как бы мы довольно прекрасно понимаем и знаем, как она действует. Поэтому нам уже легче сейчас, чем, скажем, 2 года тому назад подготовить как бы стратегии ответа на вот это.